Добрый вечер, уважаемые телезрители, любители спорта. Вечер пятницы, а это значит то, что наступило время для спорта. Уже завтра в Центре спортивной подготовки «Триумф» стартует долгожданное событие Кубок мира по вольной борьбе. И сегодняшний наш эфир, весь целиком, все 4 блока, будет посвящен именно этой теме. Ну и чтобы обсудить это событие, мы пригласили в студию. С большим удовольствием представлю гостя нашего первого блока. Это директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, региональный центр спортивной подготовки Александр Николаевич Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, очень масштабное нас историческое событие, не побоюсь этого слова, нас с вами ждет. Уже завтра стартует Кубок мира. И как вы думаете, какова значимость проведения столь масштабных соревнований именно у нас вот в Якутске, столице республики? Да, безусловно, проведение Кубка мира – это самое такое историческое и серьезное мероприятие в мире спорта. Я думаю, Республика Саха-Якутия заслужила именно проведение этого мероприятия благодаря мероприятиям, которые мы проводим ежегодно на высоком организационном уровне. Но и нельзя забывать историю развития Республики Саха-Якутия. У нас 3 олимпийца, 2 олимпийских чемпиона и олимпийский призер. Ну и после тоже наше молодое поколение тоже показывает неплохие результаты. Ну, а само проведение, это самое главное, это пропаганда здорового образа жизни, это пропаганда развития вольной борьбы. Ну и самое главное еще для молодых спортсменов, вольников, именно которые сейчас в данное время занимаются, это очень большой стимул. Я уверен, что увидев выступление 8 сильнейших команд Конечно. мира, я думаю, все представители подрастающего поколения вдохнут глоток свежий именно. Да, действительно, приедут самые такие, по итогам чемпионата 2018 года, самые такие лидеры команд. 8 стран, которые заняли первые 8 мест. Да, давайте озвучим, на всякий случай, вдруг кто из наших телезрителей не в курсе. Да, это команда России, США, Куба, Иран, Турция, Грузия, Япония и Монголия. Эти 8 команд будут оспаривать звание чемпиона и обладателя Кубка мира. Начнут соревнования с группового этапа. Да. Ну, давайте сразу обозначим, сборная России в групповом этапе с кем встретится. Мы знаем что стартовый матч у нас с командой Кубы, с кем еще будут соревноваться наши борцы? Ну, в нашей группе А команда России, так, Япония, Куба и Турция. И остальные эти 4 команды в группе Б. И, соответственно, победители встретятся в финале и за 3-е места. Вот так вот. Да. Что касается первого матча, Россия-Куба, откроет этот матч-турнир, и какие ожидания лично у вас связаны с этим матчем? Ну, как говорил главный тренер Тедеев Джамбулат Ильич, команда нацелена только на победу, поэтому в первом круге хоть Япония, Куба или какая-то еще команда, это ничего не значит. Ребята настроены только на победу. Поэтому мы, как болельщики, хозяева этого турнира, организаторы, мы тоже, я надеюсь, тоже это телезрители, ну и фанаты вольной борьбы, любители спорта, они все будут болеть за нашу команду. Ну действительно волнительное событие, первый матч против Кубы. И я уверен, что многим нашим телезрителям очень интересно узнать. Мы знаем что Россия на правах хозяйки выступает удвоенным составом, и я уверен, что все хотят узнать, каковы шансы наших борцов Виктора Рассадина и Ариана Тютрина выступить именно, сколько раз они выйдут. В матче с Кубой, лично вы ожидаете выход наших борцов? Но это, к сожалению, не мы определяем, кто выйдет на следующий этап. В каждой весовой категории по 2 спортсмена выставили, поэтому это будут решать уже в тренерском составе. Мы пока не знаем, кто в первом круге, кто с кем будет встречаться, пока не знаем. Пока такой информации я не владею.
А так мы все равно надеемся, что наши ребята не зря это включены в состав сборной команды России. Поэтому ребята, наверное, выступят и достойно. Ну, безусловно, все мы Да. будем с волнением ждать появления наших ребят, и чтобы они успешно выступили на домашнем розыгрыше Кубка мира. Ну, мы знаем то, что в настоящий момент у нас все билеты распроданы. И я знаю то, что вот с момента начала продаж, да, вот билеты именно на центральные трибуны были раскуплены буквально за 1,5 часа. То есть нас ждет аншлаг в Центре спортивной подготовки «Триумф» на протяжении 2 соревновательных дней. А на минуточку у нас вместимость «Триумфа» 3000, ну, более 3000 мест, да? И нас ждет просто аншлаг. Те болельщики, которые не смогли купить билеты, да, мы знаем то, что организаторы Кубка мира подготовили для них фан-зону внутри спортивного комплекса «Дохсун». Что же из себя будет представлять эта фан-зона? Расскажите, пожалуйста. Да, действительно будет организован просмотр онлайн в спорткомплексе «Дохсун». Там вы, наверное, кто был в этом комплексе, наверняка знают и видели, там большой экран стоит. И там будет трансляция, как прямой эфир будет от начала до конца. И все желающие, кто не успел купить, или кто-то, может быть, откуда-то приехал сегодня, ну, в надежде, чтобы там, может быть, остались триумфы, при входе могут. Там таких билетов уже не будет. Поэтому, чтобы время зря не терять, сразу идти туда, в этот Дохсун, и там с остальными людьми надо смотреть в онлайн. Потому что там уже приготовлены вот трибуны, скамейки. Кроме этого будет 3 борцовских помоста. Ну, они маленькие, 5 на 5. Для удобства. Для удобства, да. Ну и будет организовано питание на месте. Ну и стоит отметить то, что вход будет свободным. Вход будет свободный, да. Ну, это как, знаете, на чемпионатах мира, да, устраивают фан-зоны, то есть болельщики идут смотреть, не просто же смотреть, да, трансляцию, а еще и вот проникнуться вот атмосферой именно праздника спорта, который у нас стартует уже завтра. Ну вот, завтра мы говорим о том, что будет переполненный «Триумф», все будут болеть за российских спортсменов, в том числе за наших борцов. Давайте поговорим подробнее о них. Вот, что касается Рассадина, вот, ваши личные ожидания, вот, вообще мысли, связанные с нашим борцом. Да, Виктор Рассадин, он такой борец, который, ну, не любит ждать, короче. Он всегда первым начинает, очень активный. Поэтому все любители вольной борьбы, все фанаты наверняка ждут выхода на ковер именно Виктора Рассадина. Виктор Рассадин не раз доказывал своими результатами и своей борьбой, своими схватками. Поэтому я думаю, и в этот раз Виктор покажет хорошую борьбу. Ну, он уже, ну, с малых лет, с юношеского возраста является, ну, он входит в состав сборной команды России. Поэтому очень большой опыт, десятки лет он в сборной России. И он, кстати, не первый раз выступает. Вот в Кубке мира. 4-й раз выступает. 1 раз стали призерами, 2-е место, по-моему, да. То есть да, богатый опыт выступления именно на этих соревнованиях. На этих соревнованиях, да. Но вот кубок сейчас в данное время проводится именно в Республике Саха-Якутия, поэтому ответственность вдвойне увеличивается, поэтому, да, сейчас волнение, и все равно будут болеть, и полные трибуны, совсем как-то по-другому все равно будет. Да, конечно. Но все равно мы надеемся, этот Виктор очень опытный. Оправдает ожидания. Да, всех. вот недавно он тоже в Болгарии, в международном турнире тоже очень хорошо отборолся, да, мы все видели. Да, Александр Николаевич, мы знаем, то, что вот школа якутской борьбы, помимо Виктора Рассадина, на этом Кубке мира еще и представит Арьян Тютрин. Вот что мы можем сказать про Арьяна? Да, Арьян Тютрин, тоже он не молодой, так скажем, не новичок. Он тоже является членом сборной команды уже давно, несколько лет. И является мастером спорта международного класса. Становился призером чемпионатов России несколько раз, 4 раза становился. Ну и тоже вот в
таких квалификационных соревнованиях доказал то, что имеет шанс быть в команде. Поэтому вот эти два наших земляка действительно заслужили Попадание в сборную. да, попадание в сборную и участвовать вот, в данном кубке. Ну, мы знаем то, что любое, да, масштабное спортивное мероприятие не может обойтись без волонтеров. Вот сколько же молодых, энергичных людей будут участвовать в этом празднике спорта и в каких направлениях они будут работать? Да, действительно, каждое такое мероприятие масштабное без волонтеров никак не проводится. Поэтому у нас привлечены 120 волонтеров. 120 человек. 120 человек, да. 120 человек. И они студенты, ну, из числа студентов. Конечно, они распределены в данное время по направлениям. Это атташе. Они встречают и сопровождают ну, сборных команд мира, это 8 команд. Они же будут помогать. Нет, еще есть волонтеры, которые будут работать конкретно в здании «Триумфа». Они будут помогать зрителям, например, куда садиться, как пройти нужный сектор. А также будут помогать волонтеры судьям. Ну, то есть по работе с документами судьям, да, с и тому документами, прочее, секретарям. да? Мгм. Ну, все рассчитано, поэтому я думаю, никаких этих нюансов не будет, наверное, да. Да, ну что ж, совсем мало остается времени в первом блоке, и теперь такой на засыпку, да, вопрос. Лично ваши ожидания вот, по поводу Кубка мира? Конечно, я как говорил уже раньше, мы надеемся только на победу. Не надеемся, а конкретно уверены, что наша команда, сборная России, займет первое место, завоюет кубок. Мы в этом уверены. Ну, то есть, как говорил, да, вот Джамбалат Тедеев, мы уверены в том, что идем к успеху, да, на домашнем Кубке мира. Ну что ж, здорово, Александр Николаевич, большое спасибо, то, что нашли время и посетили нашу студию. Надеемся, что уже с завтрашнего дня наши с вами ожидания уже начнут оправдываться. Ну что ж, дорогие телезрители, мы с вами увидимся после короткой рекламной паузы и продолжим наш разговор о предстоящем Кубке мира. Так что не переключайтесь. После короткой рекламной паузы в прямом эфире вновь телепередача «Спортклуб». В студии работает Василий Сергеев. И мы продолжаем говорить о Кубке мира по вольной борьбе, который уже завтра стартует под сводами Центра спортивной подготовки «Триумф». И во втором блоке мы пригласили именитых гостей нашего турнира. С большим удовольствием представляю вам наших гостей. У нас в студии бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Денис Царгуш, а также многократный призер чемпионата России и серебряный призер Кубка мира 2014 года Юрий Белановский. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, с большим волнением продолжаем отсчитывать часы, минуты, секунды до старта Кубка мира, который у нас пройдет вновь в России, да, после 8-летнего, я не ошибаюсь, перерыва. И раньше, вот, как я знаю, вот 4 раза проводился Кубок мира в России, и мы неизменно, команда России побеждала. Ну, как вы думаете, какова значимость проведения этого масштабного турнира вот, на земле Лонхон, на якутской земле, кузницы таких великих борцов, как Роман Дмитриев, Павел Пенигин, Александр Иванов, Виктор Лебедев и других? Денис, с вас начнем. Ну, я думаю, приветствую всех, кто смотрит, всех любителей борьбы, всех жителей Якутска. И хочу поздравить с этим большим праздником, праздником борьбы. В Якутии много раз проводились такие соревнования, как чемпионат России высокого уровня, но такого ранга соревнования, как Кубок мира, проводят впервые. Я уверен, что организация на высшем уровне. Вчера заходили, смотрели зал, тоже все на высшем уровне. Я думаю, что турнир пройдет блестяще, на хорошем уровне. А последний раз даже такой факт, что Виктор еще боролся сам, когда последний раз Кубок мира мы выигрывали. В 2011 году в Махачкале проходил Кубок мира. И я думаю, и такие борцы, как Пенигин, они оставили
традиции побеждать. Побеждать, я думаю, в этом году тоже удастся эти традиции поддерживать и выиграть Кубок мира. Да, вот на днях как раз-таки вот, да, о победе, если продолжать разговор, на днях в интервью нашим коллегам главный тренер сборной команды России Джамбулат Тидеев сказал, что для нашей команды выиграть домашний Кубок мира – это дело принципа. Вот как вы прокомментируете слова главного тренера и каковы вот ваши личные ожидания, Юрий? Ну, у ребят настрой серьезный, потому что Кубок мира проходит в России, да, на якутской земле. И давно уже сборная России не выигрывала этот кубок. Да, с 2011 года же. Да, и все ребята хорошо готовы. То есть... Тем более, если Джамбулат Ильич сказал, что Да. это дело принципа, то Да, они будут да. бороться вдвойне. И я думаю, тем более сегодня настроением подняли, вернее, вчера вечером сказали, что будет провес в 2 килограмма. Это для сгонщиков большой плюс. И, Ребята все обрадовались. да, и с хорошим настроением. Если дело принципа, то они включатся, я думаю, выиграем этот Кубок мира. Да, вот я думаю, то, что нас смотрят, да, сейчас очень много любителей спорта, в частности, вольной борьбы, да, и сейчас очень интересно, наверное, узнать, вот чем вы занимаетесь в данный момент. Начнем с Дениса. Я вот уже год стал как тренером сборной, и буквально полгода назад мне доверили стать старшим тренером юношеской сборной, младшей юношеской сборной, и как бы вливаюсь в тренерскую деятельность. Интересно, поначалу было чуть непонятно, но уже как бы интересно и с ребятами общаться в одной большой семье, как будто и не оставлял спорт. Такое ощущение. А что касается вас, Юрий? Я тоже, как старший тренер сборной России, сейчас вот Дениса назначили главным тренером по кадетам, и буду помогать Денису. Будем вместе работать. Да, вместе будем работать. Уже ковать золото уже как, ну, будучи тренерами, да? Ну, согласитесь, то, что тренером не становится каждый спортсмен, для этого нужен определенный склад ума и определенные навыки, да? Ну что ж, мы знаем вас как прекрасных спортсменов и уверен, то, что вас ждет и большие победы и в качестве тренеров, и мы на это очень надеемся. Ну что ж, если вспоминать, вот, Денис, о последнем Кубке мира, в котором вы принимали участие. Нет, давайте начнем с того, что вот сколько раз вы принимали участие на Кубках мира и какими результатами мы можем похвастаться. Именно Кубков мира я боролся первый раз в Красноярске. Дебютировал в 2007 году на Кубке мира. Тогда тоже был долгий перерыв. В России не проводился Кубок мира. Я думаю, и с этим связано то, что не выигрывали этот кубок. Если не ошибаюсь, 15 лет, по-моему. 15 или 14 лет не выигрывали. Тоже в 2007 году впервые участвовал на Кубке мира. Тогда удалось нам выиграть. В финале мы боролись со сборной Ирана. Еще в 2008 году я участвовал на Кубке мира в городе Владикавказ, в Северной Осетии проходил. И тогда тоже наша команда выиграла, первым мы стали. И что помню, где вот в Иране в 2009 году мы выступали. Последний раз я когда выступал на Кубке мира, мы стали третьими, уступили хозяевам команды сборной Ирана с минимальным счетом 4-3. И вот такие у меня воспоминания о Кубке мира. А в 2011 году я тогда готовился к соревнованиям там, и не попал в состав сборной. В 2011 году, когда вот Виктор Лебедев боролся, Бесик Удохов боролся, еще много наших борцов знаменитых. Вот такие вот. Да, и теперь Кубок мира вот дошел, да, через года, вот снова вернулся в Россию и в столицу нашей республики Якутск. Ну, это, безусловно, очень значимое событие в жизни нашей республики, в целом Дальневосточного федерального округа. И к этому турниру, ровно как и спортсмены, вот, тщательную работу по подготовке и вели абсолютно все. Это и болельщики, и сотрудники средств массовой информации, ну и, конечно же, организационный комитет. И мы подготовили большой материал по этой теме. Как же у нас готовился Якутск к проведению Кубка мира, подробнее расскажет Юрий Осипов.
Якутия на 100% готова к проведению Кубка мира по вольной борьбе. Организаторы турнира проделали огромную работу. Были учтены все условия, выставленные Международной Федерацией Объединенного мира борьбы. В «Триумфе» закончены ремонтные работы, также подготовлены места для проживания, питания и тренировок. Все отвечает регламенту соревнований. Внимание уделили и зрителям турнира. Запланировали много интересного для наших болельщиков. Для каждого болельщика будет роздан во время перед открытием соревнований. Это 16 числа, 15:30 браслеты, одев которые зритель будет принимать участие на церемонии открытия. Это браслеты, которые будут светиться разным цветом и будут помогать любимой команде. Я надеюсь, будут болеть за российскую сборную. Ожидается приезд около 250 участников и гостей. В Якутске выступит 8 сильнейших команд, которые определились по итогам прошлогоднего чемпионата мира. Я надеюсь, что соперники, хотя они очень непростые, сильные, но посмотрим, насколько выросло мастерство наших ребят. Так что приходите, поболейте нашим ребятам. Готовятся к предстоящему кубку не только организаторы. Якутские любители вольной борьбы готовят подарки гостям и организаторам турнира. Для фанатов борьбы это особенное событие. На всех соревнованиях спортсмены и гости отмечают якутских зрителей, которые радушно привечают всех и болеют за красивую борьбу. Мы готовим свои памятные сувениры, подарки в виде нашего национального кубка «Чорон». В знак благодарности это то, что доверили нашей республике, нашему борьбе, якутской школе борьбы, что мы заслуживаем вот такой большой турнир, соревнования. И хотим дальше, чтобы у нас проводился вот такого ранга соревнований здесь, у нас в Якутии. По всему Якутску в поддержку Кубка мира проходят мастер-классы по вольной борьбе. Их проводят на непривычных площадках, торговые центры, музеи, кинотеатры. Воспитанники спортивных школ и профессиональные тренеры в игровой форме учат всех желающих азам вольной борьбы. Ребята относятся к сопернику уважительно, и после победы, после поражения обязательно должны пожать руку. Мы ездим по всей республике, на всех соревнованиях, чуть ли не каждую неделю. И там очень талантливые ребята, да. Мастер-класс проводится в связи с проведением у нас в республике впервые в истории Кубка мира. Это очень знаменательно и очень, скажем, ответственно. Это большие соревнования, куда приглашаются только лучшие из лучших и самые лучшие, там сильнейшие. Помосты 3 на 3 метра, в 4 раза меньше оригинальных, но не уступают им в качестве. Маленькие тренеры с уважением и осторожностью обращаются со своими подопечными. Акции будут проходить до 15 марта, вплоть до начала Кубка мира. Каждый, кто прошел мини-мастер-класс, получает сертификат об участии. Мы здесь показываем броски, борьбу показываем, чтобы другие дети тоже захотели заниматься борьбой и заниматься в общем спортом вообще. Я делюсь своими приемами со своими напарниками по борьбе. Проведение Кубка мира в Якутии – это стимул для маленьких спортсменов. Я рад, что это будет проходить в Якутске. Я хочу попасть сюда. Я хочу посмотреть звезд многих. Буду болеть за Рашида Судулаева и Тютрина. Вся Якутия с нетерпением ждет Кубок мира. Для всех почитателей вольной борьбы и не только проведение столь крупного соревнования в Якутске по-настоящему историческое событие. И каждый якутянин хочет внести свой вклад в историю. Юрий Осипов, Иван Яковлев, Алексей Семенов, Григорий Охлопков. Благодарим нашего коллегу Юрия Осипова за этот замечательный сюжет. И давайте продолжим наше общение по Кубку мира. Да? Уже завтра первая встреча сборной России состоится против сборной команды Кубы. И что вы можете сказать по соперникам стартовой встречи? Кубинцы, они всегда считаются и являются сильнейшими командами. И они всегда выставляют и привозят хороших атлетов, которые всегда борются за медали. И очень серьезно относимся к этой встрече. И я думаю, хорошая будет борьба и интересное противостояние. Но так как мы настроены на победу, будем выходить только за победой. А та команда очень хорошая. Что касается и японцев, тоже они в основном у них с маленьких весов начинаются хорошие борцы, как известно. На всех надо настраиваться. Да, на всех надо настраиваться. И турки
Тоже знаете, что там всегда и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира славятся своими борцами турки. И я думаю, может кому-то показаться, что это легкая группа, но это не так. На всех надо настраиваться. И поэтому на тяжелую борьбу настроены все ребята. Ребята хорошо готовы. Прошли 2 сбора. Я думаю. Каждый покажет себя. Да. Ну, позади действительно вот сколько литров, да, пролитого пота, да, сколько сборов, тренировок, и, конечно, завтра уже все, завтра начнет решаться, да. Ну что ж, дорогие телезрители, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим говорить с нашими почетными гостями насчет Кубка мира по вольной борьбе, который уже стартует завтра. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь. После короткой рекламной паузы в прямом эфире вновь телепередача «Спортклуб» мы продолжаем разговаривать о Кубке мира с нашими почетными гостями. И во время нашей паузы к нам присоединился еще один почетный гость нашего турнира. Это чемпион Олимпийских игр и 4-кратный чемпион Европы по вольной борьбе Лерий Хабелов. Добрый вечер, и давайте сразу начнем разговоры с вами. Да, мы тут начали без вас, но сейчас очень рады, что вы присоединились к нам. Лерий, ваши личные ожидания от Кубка мира и что можете сказать вот по составу группы, в которой будет состязаться команда сборной России? Добрый вечер. Приятно еще раз оказаться в Якутии. Первый раз, вы, наверное, знаете мою историю. В 1985 году выиграл чемпион Советского Союза, и триумф начался у меня именно с Якутии. После того на чемпионате мира я побеждал в этом году. И, в общем, первые шаги из Якутии начал. Мне приятно, что в Якутии проводится Кубок мира. Естественно, это высший ранг соревнований, где участвуют сильнейшие команды мира. Но на данном этапе российская команда в группе единственная, что турки у них. Турки у вас, да? Турки, да. Да, с ними, я думаю, что свободно пройдет эту группу. А там у нас еще я представляю президента Олимпийского комитета Грузии, и Грузия встречается с американцами. Вот я думаю, что вот эти команды, Россия и Америка, будут в финале. У меня такое, что я смотрю, допустим, и по составу, и по команде, вот с американцами будет основной у них. Иранцы еще тоже неплохие. Ну, иранцы у нас, знаете, в нашем подгруппе иранцы, да, и Монголия еще. Ну, для команды Грузии тяжелая подгруппа, так можно сказать. А естественно, российская команда пройдет, и мы думаем, что в финале они встретятся с американцами. То есть такой прогноз. Такой прогноз, да, отлично. Это спорт. Да, спорт, ну... Все может случиться, да, конечно. Ну, прогнозы плохо делают, но на данном этапе я вот как смотрю состав команды, вот американцами будет полная Россия. Кстати говоря, вот о команде Запада, да, вот главный тренер сборной США Билл Зедик заявил, что Россия является их главным конкурентом, да, то есть он согласен с вами, и также он отметил то, что привез в Якутск на этот Кубок мира 11 спортсменов, которые не имеют опыта выступления на вот таких масштабных соревнованиях. Вот что можем в целом сказать про сборную США? Ну, я коротко скажу. Американцы основные конкуренты были при Советском Союзе и остались до сих пор. Личное противостояние. Да, ну, личное. Вот у них сильная команда. Вольная борьба считается американским видом спорта. Занимаются очень многие. И у них и в колледжах, и в университетах они развивают этот вид спорта. И поэтому у них основная, естественно, конкуренция будет с российскими спортсменами. И всегда у них мечта была, чтобы победить сборную Советского Союза тогда и на данный момент сборную Россию. Это, наверное, не получится у них. Но время идет, цели остаются такими же, да? И всегда американцы отличались тем, что именно вот к Олимпийским играм они подходят хорошо, именно вот имена появляются вот к Олимпийским играм хорошо подходят, а состав, то, что сейчас выставили вторых, третьих, это, наверное, проходят
прокатку, чтобы посмотреть команды, которые будут к Олимпийским играм готовиться. Так думаю, так, чтобы проверить ребят. Ну, действительно, будет очень интересно посмотреть на противостояние, да, российских борцов и американских. Ну и в целом весь турнир будет, конечно же, очень интересным. Что касается состава сборной России, к сожалению, этот Кубок мира пропускает лидер нашей команды Абдулрашид Садулаев. Прямо перед соревнованиями, да, получил травму колена. Очень досадно. Ну, спорт такое бывает, но тренерский штаб решил ему дать время, чтобы он восстановился к следующим уже важным стартам. И мы знаем то, что вот на Кубке мира его место займет Расул Магомедов. Вот какие надежды связаны у вас вот с Магомедовым? Этот парень неплохо прошел сборы, хорошо готов. Я думаю, он достоин, да, как выступать на Кубке мира и покажет. Все борцы, которые попали за сборную России, они не просто так попали, все проходили отбор, прикидки были перед этим Кубком мира, то есть все заслуженно приехали, не просто. Что касается Расула, он, может, таких громких побед у него еще не было, он только-только вот заявляет себя, но он призер чемпионата России Рыгинского, то есть член сборной России стабильно. Парень, тем более, из одной его побед можно отметить победу над Снейдером, американцем, олимпийским чемпионом на Ярыгинском турнире. Вот буквально в этом году, пару месяцев назад, он его выиграл в такой принципиальной схватке. Я думаю, он заменит Рашида. Конечно, жаль, что Рашид, капитан нашей сборной команды, не сможет принять участие на этом Кубке мира. И больше жаль это, я думаю, болельщикам, которые хотели прийти, посмотреть на него, на его красивую борьбу. Но я думаю, это не последнее соревнование, где еще он покажет себя. А Расул, я думаю, выступит достойно и покажет себя, проявит на этом Кубке мира. И дома борется еще. Да, еще дома борется, да. Еще помогает. Лери, вот мы тут начали, да, вот вспоминать с нашими гостями вот Кубках мира, на которых принимали участие. Вот, пожалуйста, и вы поделитесь своим богатым опытом вот именно касательно Кубков мира. Что касается Кубка мира, вы знаете, что это Торонто проводилось Толедо, то есть каждый год Кубок мира. А в других странах не проводилось. Это единственная страна, кто принимала Кубок мира, это была Америка. И в этом турнире практически, как вот в Якутии, в Кавказе любят борьбу, там тоже зал был полный, ни одного места. Во всех еще проводились товарищеские встречи, там сборная Соединенных Штатов, сборная Советского Союза. И на этих турнирах тоже, матчевых турнирах, полные залы там. Потому что я еще раз повторяю, что борьбу любят там. И, естественно, всегда хотели, что обыграть Советский Союз тогда. Но у них не получалось потому что мы сильнее были. Но конкуренция, естественно, была очень, так сказать, жесткая. А вот мне интересно, с кем из представителей якутской школы борьбы вам вот доводилось участвовать на Кубках мира? В Кубках мира я от Гоголева боролся в легкой весовой категории. От Гоголева я помню борьбу Романа Дмитриева. Помню борьбу, естественно, Ола Пинигина. Это были выдающиеся спортсмены. Вот создали вот советскую школу, и они, так можно сказать, обогатили вольную борьбу. Ну вот вы приехали на Кубок мира в Якутск в качестве почетного гостя, да, вот, и что можете сказать вот, о стиле вот, ваших вот, товарищей вот, именно из якутской школы борьбы? Продолжая, если вот эту тему. Ну, якутская школа отличается в том, что выносливые, очень ребята выносливые. Вот это можно отметить и в седле. В высокой категории, где боролись якутские спортсмены, они до конца, вот как американцы до конца не боролись, и физически были очень выносливыми. Ну, естественно, Роман Дмитриев и очень технический борец был, я помню его борьбу. Ну, Пиндигин, вот, наверное, вы помните, молодой, но все равно помните, Ола Пиндигина, он был очень грубоватый в борьбе, жесткий борец, и до конца он боролся, никому не уступал. Вот в таком стиле он боролся, и всегда гордились, что он именно, когда выходил, там была схватка до победы, до такого состояния, что до конца и соперники уходили, синяками уходили, потому что он жестко боролся очень. Вот это я вспоминаю, и 74 килограмма боролся
Павел Пинигин. Я хочу отметить, что Якутия 1985 года, вот сейчас уже 2019 год, изменилась. Мы тогда боролись на стадионе, помните, стадион «Спартак». Вот когда первый раз я стал чемпионом Советского Союза. И вот вчера товарищем Гулеева Михаила Дмитриевича мы прошли спортивные залы. И я удивился, честно говоря, потому что очень много молодежь ходит, детей много и взрослых. И в каждом зале, где заходил, я спрашиваю, сколько у вас посетителей в день, допустим. Самая минимальная была 800 человек, говорит, от 800 до 1000 человек. И в плавательном бассейне, и легкой атлетики, и вот футбольный вот этот манеж тоже. Да. Я там заглянулся и всегда спрашивал, сколько посетителей. И вот радует, что именно в этом направлении двигается республика. У вас 9 месяцев мороза, именно надо создать инфраструктуру, чтобы молодежь... Да, чтобы условия были, чтобы молодежь, независимо от погодных условий, вот, систематически занималась спортом, да, и физической культурой. И вот это правильное направление. Да. Я рад за якутскую. Сперва надо поздравить руководителей, кто спортом руководил, кто руководит республикой, и направление правильное. И желаю вам успехов. Вот мы говорим, да, о массовости спорта, и, конечно же, массовость приходит откуда? Из побед больших, которые добывают большие спортсмены, да? А вот мы перечислили наших героев вольной борьбы, и одним из которых является также Виктор Лебедев. Денис, мы знаем, что у вас... вас связывают теплые дружеские отношения. Вот по прилету в Якутск, я уверен, что вы уже встретились. И да, какие воспоминания у вас связаны с нашим вот выдающимся борцом, и о чем вы сегодня говорили? Воспоминаний много, да, потому что мы, можно сказать, все, что в спортивную карьеру боролись, мы так совпало то, что в один период мы все и завершили тоже карьеру в один период. Про Витю что я могу сказать? Много хорошего, но мы так воспитаны, то, что друзей близких не хвалят, как бы. Я знаю, что он будет смотреть эфир тоже, и кроме... Помаши рукой. Кроме слов похвалы, я не знаю его адрес, он продолжил традиции Дмитрия Пинигина, который вот так сложилось, видимо, суждено было, что на Олимпиаде он не смог стать первым, хотя я считаю, что он заслуживал этого. И дважды был чемпионом мира. И он не стал тренером, но депутат, и тем самым помогает, как может, борцам юным, которые в Якутии делают свои первые шаги, ребята, которые в сборной, всячески поддерживают их. Но Виктор Лебедев внес очень большой вклад именно в проведение Кубка мира вот, да, в Якутске. Да. И вот его вклад, вот, как оцените? Вклад, и большой вклад, конечно же, без него не было бы. Это глава государства Айсен Сергеевич Николаев, который при его поддержке, Витя принял огромную часть, взял на себя такую львиную долю в организации именно этого Кубка мира. И судя по всему, по организации, как нас встретили, как ездим в залы, все на высшем уровне. Я думаю, и завтра все пройдет на высшем уровне. Это большой праздник будет для Якутии. Да, конечно, нас с вами ждет завтра. Уже завтра начинается большой праздник спорта под названием Кубок мира. И мы очень благодарны вам, что нашли время и посетили нашу студию, поделились вашим мнением и вашими воспоминаниями. Ну что ж, дорогие телезрители, мы с вами увидимся после короткой паузы. Продолжается прямой эфир телепередачи «Спортклуб». И в заключительном 4-м блоке мы имеем удовольствие пообщаться с представителями зарубежных стран, которые принимают участие вот, на Кубке мира, который вот начнется завтра уже в Якутске. Ну что ж, с большим удовольствием представляем вам гостей нашего заключительного блока у нас в студии. Ответственный по сборной команде Турции по вольной борьбе Айхал Габышев, и вместе с ним... У нас к нам в студию пришел руководитель делегации сборной команды Турции по вольной борьбе Эмир Махмудаглу. Добрый вечер. Якшамлар. Ну и сразу обратимся к Эмиру. Пожалуйста, вот, расскажите, с каким настроениями, с какими амбициями вот, сборная команды Турции прилетела в Якутск?
Sizin planlarınız, düşünceleriniz nasıl, duygularınız nasıl Evet. diyor? Anlatır mısınız? Türkiye'den öncelikle kucak dolusu selam getirdim. Ama yine Saka Türklerinin kendi diliyle de selam vermek isterim. Sakalarga iti istin egerde diyelim, öyle başlayalım. От имени жителей нашей республики я приветствую всех жителей священной земли Олонко на вашем родном языке. İti istingarda sakalarga. Taha Akgül'ün de selamlarını getirdik ayrıca. И еще я передаю большой пламенный привет олимпийского чемпиона Таха Акгюль, вашего друга. Он вас всех очень любит и передает большой пламенный привет. Evet, Yakutistan güreşte kaliteli. Bu tür organizasyonlarda çok kaliteli, çok başarılı. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Якутия действительно является священным местом, и здесь выросла плеяда выдающихся борцов, и у вашей республики есть уникальный опыт проведения мероприятий такого масштаба, уровня. Tabii bir de 2 kere mutluyuz biz. И нам вдвойне приятно, что ata sporumuz, milli sporumuz güreş. как и для вас, для якутов, для нас вольная борьба является национальным видом спорта. 2019 Dünya Kupası'nın Yakutistan'da olması bizi çok sevindirdi. И нам вдвойне приятно, что по этому виду, по нашему национальному виду, Кубок мира по вольной борьбе пройдет именно в республике Саха. Bunun Rusya'da olması ve Aysen Nikolayev Sayın Cumhurbaşkanımızın otoritesi, siyasi kalitesinden dolayı Yakutistan'da olması bizi çok mutlu etti. Biz çok sevinçliyiz bundan dolayı. И нам очень приятно, что благодаря авторитету руководства республики Арсения Сергеевича Николаева Кубок мира по вольной борьбе такого престижного кубка проходит именно в республике Саха-Якутия. Это мы знаем, и мы очень благодарны Арсению Сергеевичу Николаеву за такую организацию. Tabii spor barışın bir elçisi. Ну, конечно, мы все знаем, что спорт является послом мира. Ve spor bir vesile olsun ama Yakutistan'da tanınması gerektiğini düşünüyorum ben. Yakutistan çok güzel bir yer. Yakutistan'ı biz çok sevdik. Мы действительно очень любим Якутию и народ Саха. И действительно мы должны все работать над повышением положительного имиджа Республики Саха. İstanbul'da Yakut günlerinden tanıdık Yakutistan'ı. И в октябре 2017 года руководство города Якутска под руководством Арсения Сергеевича Николаева провели в городе Стамбула Дни города Якутска в Стамбуле. И мы очень хорошо познакомились с культурой, историей этой славной республики. Ve Moskova'daki zirvede Cumhurbaşkanımız Aysen Nikolayev'in Yakutistan'ı anlatması bize çok cesaret verdi ve bizi çok heyecanlandırdı. И в прошлом году Арсений Сергеевич нас пригласил на презентацию инвестиционных проектов Республики Саха-Якутия в Москве в рамках Дней Дальнего Востока. И мы очень благодарны за теплый прием Арсения Сергеевича. Ve biz de 2019 yılında bu heyecanla Antalya Genel Merkez olmak üzere Türkiye Saka Cumhuriyeti İş Adamları Derneği'ni kurduk. Uluslararası bir dernek kurduk. И благодаря этим событиям, этим отношениям мы по своей инициативе в Республике Турция создали Ассоциацию предпринимателей Турции Республики Саха Российской Федерации. Генштаб в городе Анталия. Tabii burada olmaktan mutluyuz. Мы очень счастливы. Sporla ilgili de şunu söylemek gerekir. Tabii iyi olan kazansın ama Türkiye ve Yakutistan'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü atasporumuz. Biz bu işi biliyoruz. Öyle diyorum ben. И, конечно, каждый спортсмен стремится побеждать, и пусть сильнейший побеждает. Davetiniz için maktal diyorum. И мы очень благодарны за приглашение, за теплый прием. И на якутском
он сказал спасибо. Да, я слышал, очень тепло начали вот, отвечать на наши вопросы. Да, здорово. Мы, конечно же, очень рады вашему приезду и хотелось бы поинтересоваться вот о команде сборной Турции. Вот, в количестве из каких человек вот, прилетела команда и какие перед собой вот, цели ставит именно сборная? Türkiye'den 14 kişi geldik. Мы из, общее количество делегаций Турции 14 человек. 10 tane sporcumuz var, 4 tane teknik adamımız var. И 10 спортсменов, и из них в том еще 2 тренера, судья и врач. Tabii herkes gibi biz de madalya istiyoruz ama güçlü rakipler de var tabii. Ну, есть конкретные и серьезные конкуренты. İyi olan kazansın. Ну, пусть победит сильнейший. А вот по приезду в Якутск удалось ли вам уже вот успеть посетить спортивные объекты, в том числе, конечно же, Триумф, Центр спортивной подготовки Триумф, и какие же впечатления остались? Yakutistan'a gelir gelmez spor salonu ve diğer binaları gezdiniz mi? Duygularınız nasıl? Tabii gezdik. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz mükemmel. Turizm Bakanımız olsun, Spor Bakanımız olsun, Aykal Bey dostumuz olsun. Sporcularımızın her biriyle havaalanından oteline, spor salonuna, yemeğine kadar çok ilgilendiler. У вас, у жителей республики, уникальный талант, вы очень гостеприимные, и начиная от аэропорта, вы нас очень тепло встретили, мы за это выражаем вам искреннюю благодарность, мы посетили спортивные объекты и вообще в восторге от тех условий, которые созданы для жителей и для спортсменов вашей славной республики. Hatta arkadaşların şöyle bir şaşkınlığı da oldu. Genelde bu tür maçlara gidildiğinde havaalanında işte ülkeyi anlatan bir tane tabela ve konu biter. Tabii Yakutistan'ın bu denli bir hazırlığının olması, sokaklarda her yerde bayraklarının, flamalarının olması, yemeğine kadar, suyuna kadar, içtiği suyuna kadar yönetimin ilgilenmesi bizimkileri çok şaşırttı. Ben de şunu söyledim, kendi vatanımızdayız. И нам очень приятно, и мы очень благодарны за такой теплый прием. Оргкомитет этого Кубка мира, в основном жители и со стороны республики очень сильно подготовились, это сразу чувствуется. Обычно в таких мероприятиях встречают в порту с табличкой и провожают до гостиницы, и с вами никто не занимается. А так, в Республике Саха особый подход, и действительно вы готовы принять Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. Это чувствуется. Мы в восторге, мы благодарны вам. Ну, мы, в свою очередь, очень рады, то, что нашим гостям нравятся, да, вот, условия, которые созданы для проведения Кубка мира. И хотелось бы поинтересоваться вот, у вас насчет того, что вот, мы прекрасно знаем, то, что в Турции борьба очень популярна. И, например, если брать отдельно Стамбул, да, вот, насколько там вот, секций, спортивных школ по вольной борьбе и какое вот, количество детей, вот именно если детей, мы говорим о детском спорте, да, вот, занимаются этим видом спорта? Bu spor dalıyla mesela Türkiye'de genelinde ve mesela örnek olarak İstanbul'u alırsak kaç tane ve yüzde olarak söylerseniz kaç tane çocuk bu spor dalıyla ilgileniyor ve biliyoruz serbest güreş sizde de çok tutulduğunu biliyoruz. Bizde resmi olarak konuşursak %20 gibi ama bizim her köy, her kasabada bayramlarımızda bile güreş yapılır. Yani bizim atasporumuz bu. Bizim doğan bir çocuğa bile ilk önce güreş öğretilir. Конечно, еще раз я повторюсь, что это для нас национальный вид спорта, и если официально по статистике это 20% детей занимаются этим видом спорта, но по нашим расчетам гораздо больше, да. И у нас даже новорожденному ребенку сразу его обучают вольной борьбе. Да, тренируют. Hatta şunu da söyleyebilirim.
Во всех деревнях, школах есть такие İş Adamları секции. Derneğimize ilk kuracağımız spor takımı güreş takımı. Например, мы приняли решение, как Ассоциация предпринимателей Турции и Республики Саха-Якутия Российской Федерации, мы будем поддерживать и спонсировать именно начиная вольной борьбы. Ну, остается у нас совсем немного времени. И что же вы можете пожелать вот всем участникам этого замечательного праздника спорта под названием Кубок мира по вольной борьбе? Dünya Kupası adlı bayrama ve bu bizim memleketimize ne dileklerde bulunmak istiyorsunuz? Yakut sana teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Aysen Nikolayev'e tekrar teşekkür ediyorum. Большое спасибо всем жителям Якутии, руководству республики Айсену Сергеевичу Николаеву, и пусть победит сильнейший. И спасибо за приглашение. Отлично. Ну что ж, на такой ноте нам придется попрощаться. Большое спасибо, что нашли время и посетили студию. Действительно, завтра нас ждет большой праздник спорта. Дорогие телезрители, завтра уже начинается с 10 часов утра первый соревновательный день, так что следите за ходом соревнований. С 11 часов. Да, так что, дорогие друзья, увидимся с вами ровно через неделю.